23 декабря ведущий американской телерадиосети SEC Питер Бернс опубликовал в газете Washington Observer статью, в которой подчеркнул, что Америка не должна забывать о жестоком обращении с уйгурами. В своей статье, озаглавленной «Соединенные Штаты не должны забывать о жестоком обращении с уйгурами в Китае», Питер Бернс заявил, что уйгуры в течение многих лет были объектом ужасной геноцидной кампании китаизации. Питер Бернс, который также сослался на жестокое обращение с уйгурами, сказал: «Как справиться с этим гуманитарным кризисом является серьезной проблемой для США». Из-за экспортного контроля США и отраслевых ограничений импорт и экспорт микросхем в Китае в 2022 году сократились. С января по октябрь прошлого года импортировали 528,9 миллиарда интегральных микросхем, в то время как, по данным Главного таможенного управления, за тот же период этого года импорт составил 458 миллиардов единиц. Кроме того, снизился экспорт с 258,2 миллиарда микросхем в прошлом году до 230,4 миллиарда в этом году. Министерство обороны Тайваня сообщило, что к утру понедельника, 26 декабря, возле острова был замечен 71 военный самолет и 7 военных кораблей, принадлежащих Китаю. В то время как иностранные информационные агентства объявили, что это было самое крупное нарушение, когда-либо совершенное Китаем в воздушном пространстве Тайваня, Пекин отметил, что указанные полеты и навигационные действия произошли после того, как вчера китайские военные сообщили о проведении военных учений вокруг острова против растущего скрытого сближения Тайваня и США. Китай объявил, что с 8 января въезжающим в страну лицам не потребуется проходить карантин. Требование трехнедельного карантина при въезде в страну, введенное в начале пандемии, с годами было сокращено до 5 дней. Аналитики цитируют, что разворот в политике Китая в отношении коронавируса также поставил президента Си Цзиньпиня в трудное положение. Южная Корея объявила, что 5 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Северной Корее, нарушили ее воздушное пространство, и один из них пролетел до столицы Сеула. В заявлении Министерства обороны отмечается, что один из 5 упомянутых беспилотников покинул воздушное пространство страны после того, как пролетел к северу от Сеула.